Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года для львов. Будем смотреть сегодня возможности выхода из кризиса и совет на неделю от карт. Не будем смотреть события, потому что у нас из-за кризиса они у всех одинаковые. Итак, карта недели для львов. Дополнительно отношения, работа, финансы. Карта удача, карта проблема, решение проблемы и совет на неделю. Итак, у львов выпадает очень хорошая карта, оптимистичная, карта каких-то результатов, карта прекрасного настроения, каких-то достижений, личного проявления в чем-то. Проявление способностей, талантов. И также эта карта очень часто праздника, каких-то, может быть, юбилеев, да, карта, связанная с детьми тоже, с их хорошим здоровьем, победами какими-то. В общем, карта действительно радует. Это какая-то не просто победа, это ожидаемая победа, то, что вы заслужили, вы уже добивались чего-то очень долго, и вот есть возможность это получить. Карта счастья, карта, знаете, такой известности, может быть, даже на этой неделе что-то такое, львов, произойдет, что ваше имя станет известно там хотя бы вот в ваших кругах, как-то вы засветитесь. Для отношений выпадает карта валет трефовый, и здесь, конечно, могут быть сложности. Вот, кстати, вот проявление эгоизма вполне возможно. Может быть, вы тут переключенные, может быть, на победы, да, вот вам хочется, чтобы вам больше уделяли внимание, и вы можете как-то меньше этого же самого внимания уделять своей половинке, да, своим близким, и поэтому могут быть сложности. Здесь вот карта, знаете, очень часто такой агрессии, когда мы не хотим мириться с какими-то мелочами, когда мы можем что-то грубое сказать. Ну, в общем, нужно быть очень осторожными, иначе может очень плохо вот закончиться все. То есть это может перейти в очень какой-то большой и крупный скандал. Вот этого не нужно допускать. В общем, какие-то споры могут привести к этому, да, то есть лучше не спорить. Лучше вообще даже и о каких-то негативных вещах друг с другом не говорить. Вот нужно сохранять вот этот самый оптимизм, нужно сохранять такое счастливое расположение духа и вот именно этим делиться с близкими. Тогда все будет в порядке. А иначе здесь очень может быть, вы сильно можете поссориться, поскандалить, что даже до расставания недалеко, поэтому очень осторожно здесь нужно быть. И кроме того, эта карта говорит еще и, что вы всей семьей можете, допустим, заниматься спортом, да, какими-то там упражнениями. Может быть, это будет вас как-то радовать. Эта вот карта очень часто связана с соревнованиями, да, может быть, вы даже будете устраивать какие-то домашние такие вот спортивные состязания, турниры, и от этого будет подниматься ваше настроение. А также это еще и что-то такое в ваших отношениях происходит, что для вас непривычно, и вам приходится как-то как бы входить в эту ситуацию, стараться в ней адаптироваться. Вот что-то такое, что никогда между вами не было. А это всегда сложно, когда перемены. Для работы дополнительно выпадает десятка червовая, и здесь какие возможности выхода из кризиса? Здесь, опять же, нужно полагаться на тех людей, которых вы давно знаете, которых вы проверили. Это могут быть друзья, это могут быть близкие люди из семьи, допустим, кто-то. Это может быть даже начальство, но люди, которые вот к вам хорошо расположены. В общем, доверять вы можете им. И вот у вас как раз помощь от таких людей в деятельности приходит. Если, допустим, вы стараетесь все сами сделать, то вот рекомендация: нужно обращаться к людям, которые вот могут вам помочь. Может быть, вам как раз и встретится человек на этой неделе, которого вы давно искали. Вот именно по работе, может быть, как партнер даже какой-то, либо просто как помощник.
Для финансов выпадает дама трефовая. Карта говорит о том, что в финансах могут быть какие-то обманы. Очень осторожно нужно здесь быть. Могут быть манипуляции. Допустим, опять же, вас могут склонять либо приобрести что-то, что вам не нужно, либо обмануть в финансах, либо здесь какие-то банковские дела могут быть. Допустим, возьмете какой-то кредит, а потом не сможете выплатить. Ну, в общем, здесь нужно быть очень осторожно. Даже мошенничество может быть вот на этой неделе. Видно, кто-то вот смотрит на то, что у вас тут все хорошо, да, и кто-то может позавидовать, кто-то может просто захотеть там обмануть или манипулировать. Ну, могут быть такие вот проблемы. Если не брать вот эту отрицательную сторону, то здесь в деньгах может быть какое-то начало. Может быть, начало какого-то дела уже даст вам первую прибыль. Здесь, может быть, придется защищать как-то свои деньги, либо, допустим, требовать свои деньги. Тоже здесь такая ситуация возможна. И карта говорит о том, что это нужно делать. Проблема, дама червовая, проблема в том, что перемены происходят, и с этим ничего не сделаешь. Особенно сложно то, что они в доме происходят. И, возможно, это касается и детей, это касается новых людей, это касается, может быть, ваших запланированных поездок, которые отменяются, да, не могут быть осуществлены и так далее. То есть, ну, в любом случае, какие-то вот перемены, на которые вы очень рассчитывали, они сейчас вот заблокированы. Может быть, это вот на уровне государства идет, да, может быть, это какие-то семейные дела, может быть, то, что касается там детей, здоровья и так далее. А чтобы решить проблему, нужно, простите, обращаться обязательно в государственное учреждение, обязательно обращаться за поддержкой к вышестоящим. А если, допустим, у вас что-то касается судов, юридических вопросов, тоже, в общем, все, что вам, все, что не в вашей власти решить, нужно обязательно нужно обращаться к вышестоящим каким-то людям, либо людям, которые обладают властью, к чиновникам, к юристам и так далее. То есть здесь вот обязательно помощь будет. Карта говорит о том, что если не обращаться, то это проблема, если обращаться, то проблема решается. Удачи дня, валет пиковый. Для кого-то это просто общение с детьми, да, как можно больше общаться с детьми, и в этом как-то радость, в этом успокоение и так далее. Для кого-то это может быть какие-то начинания, да, в этом тоже удача. То есть львам рекомендуется начинать на этой неделе какое-то новое дело, знакомиться с новыми людьми. Может быть, улучшать свои профессиональные какие-то качества, да, набираться опыта какого-то. А может быть, вам нужно самим позаботиться о своих близких. В общем, как-то, может быть, придется даже опекать, взять на себя какую-то обязанность, ответственность по отношению к семье, к близким, к детям и так далее. И совет. Совет на эту неделю у львов семерка бубновая. Карта говорит о том, что нужно обязательно создавать контакты. Для вас это вот просто определяющее значение имеет. Это может быть и с теми людьми, которых вы уже знаете. Вам нужно как-то общаться, может быть, созвониться, обменяться какими-то мнениями. В общем, нужно именно обязательно говорить. Кроме того, это карта переговоров, может быть по работе, может быть по финансам, может быть какие-то вот как раз вот документы, которые вы от государства ждете, да. Вот здесь нужно обязательно проявлять такую инициативу, разговаривать, звонить, писать. Ну и вообще вот эта карта связи, да, когда мы стараемся быть на связи вот со всеми нужными людьми. А также эта карта очень часто говорит о распродаже. Если вы занимаетесь, допустим, коммерцией, то вот на этой неделе неплохо было бы устроить распродажу. Для вас это было бы очень удачно. И вот эта карта, главная, туз бубновый, как раз говорит о том, что вы можете очень хорошую прибыль тут получить. Ну, в любом случае, вот совет для львов на этой неделе.
контакты между людьми для вас вот на первый план выходят. Это для вас самое главное. И в этом ваша удача. Друзья, желаю вам прекрасной недели. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось, чтобы вы были здоровы и счастливы. Всего вам доброго.